И тут начинаются взрывы, и вертолеты летят. Да, было страшно, да, было морально тяжело, но я принял это решение. Его русские просто вывели и застрелили. Вот мой домик, который я арендовал его до войны и арендую на данный момент. В принципе, в целом он практически не пострадал. Есть пару отверстий от осколков в окнах. Был засранный дом после проживания русских, а так в целом довольно-таки неплохо сохранился. Вот это вот окно, это как раз моя комната. Вот это вот окно. Как раз моя комната. И с утра я просто проснулся, лежал с открытыми глазами, и тут начинаются взрывы, и вертолеты летят. И они как раз пролетали вот здесь вот над моим домом, вот, в сторону Гостомеля. Вот. Проснулся, начал всех будить. Мы, в принципе, готовились к тому, что будет война. Поэтому закупили и продуктов, и спальные мешки, воды набрали. Вот. В общем, готовились. Проснулись, всех разбудил. Все, конечно, в шоке, в панике. Что делать, никто не понимал. Первое, что это мы решили, что надо собираться всем белорусам, которые здесь вот жили в Ирпене, Буче. Конечно, все не собрались. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Вот, собрались. Я там с небольшой группой людей отправился в Польшу. Вот. Когда доехал до Польши, до где-то числа 6 ждал получения документов на возврат в Украину для вступления в батальон Костуся Калиновского тогда еще. Дождался документов и приехал в Киев. Это было тяжелое решение. Я вообще у меня нету ни военной специальности, я не служил в армии, и я понимал, что может быть, что я навряд ли там какую-то большую пользу принесу, но я понимал, что я просто должен быть непосредственно здесь со своими друзьями, товарищами. Вот. И я собрался и поехал. Да, было страшно, да, было морально тяжело, но я принял это решение. К моему дому примыкает второй дом, очень похож. Ему, конечно, хватило меньше. Там прилетело 2 снаряда. Один попал на улице в стенку и обрушил стенку, а второй попал непосредственно вовнутрь дома, и взрыв произошел изнутри. И вот, если видите, вот крышу ее приподняло. Второй этаж обвалился полностью. Вот здесь вот была кровь на заборе. Вот вроде как вот это даже пулевое отверстие от этого. Могу ошибаться. Вот здесь вот лежал мой сосед, инвалид, пожилой мужчина, под лет, наверное, 75 было. Его русские просто вывели и застрелили. Что-то им сказать он тоже не мог, потому что у него после инсульта была парализована половина лица. Он, говорить толком тоже особо не мог. Они не посмотрели, что он даже еле передвигается, он мог передвигаться только при помощи табуреточки такой. Просто вывели и застрелили. Даже когда ты принял решение, что ты едешь на войну, ты до конца не осознаешь всех последствий этого решения. То есть ты понимаешь, да, там тебя могут убить, там ты можешь быть поранен, но
Я как человек, который никогда не был в таких ситуациях, я ехал в полном неведении. Я не понимал, как вот вообще сам я буду себя ощущать, как я себя буду вести в критических ситуациях. Потому что есть люди, которые поддаются панике, есть люди, которые у них происходит остолбенение. Вот. Я не знал, как я себя поведу в этот тяжелый момент. И я ехал и понимал, что я еду, не понимая, как я себя буду вести. И я хотел очень выяснить для себя, что могу ли я быть в рядах защитников или не могу. Да, пули свистят, пули. Жерар сидит в окопе. Никого не осталось. Привет с фронта. Практически в тот день, когда русские отступали, мы как раз с ребятами были здесь на разведке. Мы 4 человека, 2 человека справа, 2 человека слева, двигались вдоль заборов. Примерно где-то вот около СТОшки вышла женщина с этого дома. Попросила помощи похоронить соседа убитого пожилого, на что мы сказали, что мы не можем сейчас этим заниматься. Я заглянул к себе во двор, в дом не заходил, потому что понимал, что может быть все заминировано. Так посмотрел визуально, что вроде как бы все целое. И продвинулись чуть вперед до этого перекрестка. Зелени не было, поэтому обзор был очень хороший. И где белая машина стоит, бусик, чуть дальше туда, тоже зелени не было. Виднелся русский БТР. Скорее всего, у них там либо, скажем, прикрытие для отступления, либо блокпост был. Мы его увидели, развернулись и вернулись обратно на точку дислокации. У меня была только одна мысль, что если я не поеду, кто-то другой не поедет, потом третий не поедет, то все эти зверства российских оккупантов, оно, получается, с нашего молчаливого согласия оно будет происходить. А я не хотел, чтобы это с моего согласия происходило, даже с молчаливого.